В прошлом некоторые близкие вам люди предали вас. Вы просили знамения от Бога, и Он послал его вам в подходящее время. У Бога есть намерение, и Он поместил это видеопослание на ваш экран по важной причине. Я прошу вас помолиться и искать развлечения у Господа после просмотра этого откровения. Бог говорит: «Мое драгоценное дитя, ты обожаешь Меня, и я никогда не желаю, чтобы тебе причинили какой-либо вред». Вот почему я прошу твоего внимания в течение следующих нескольких минут, несмотря на твой плотный график. Вашей безопасности и благополучия, и я не хочу, чтобы вы пропустили учения, которые я даю сегодня. Кто-то рядом с вашим домом планирует причинить вам вред. Это не чужой, а знакомый человек, парень средних лет, который предал вас в прошлом. Хотя раньше он был одним из ваших лучших друзей, он все еще затаил обиду и омрачен ошибочными эмоциями, находящимися под влиянием сатаны. Я призываю вас не противостоять этому человеку в одиночку. Вместо этого обратитесь ко мне в молитве и ищите моего руководства. Я буду направлять ваши шаги, обеспечивая вашу безопасность и разрешение этой ситуации. Доверьтесь моей мудрости, ибо я вижу то, что скрыто в сердцах всех. Помните, я ваше убежище, крепость и оплот. Я твой щит в трудную минуту. Обратитесь ко мне за советом, и я дам вам проницательность и силу, чтобы справиться с этими трудными обстоятельствами. Моя любовь к тебе безгранична, и я не оставлю тебя в трудную минуту. Многие люди плохо обращались с вами в прошлом, но каждый из них испытывает раскаяние в том, что причинил вам боль, и желает извиниться и загладить причиненные ими страдания. Знайте, что в конечном итоге все сложится к лучшему согласно моему плану. Я обладаю всеми полномочиями и осведомлен о результатах вашего медицинского обследования и вашем текущем финансовом положении. Я наблюдаю, как к вам приближается значительное количество людей, но, похоже, они могут принести проблемы. Я понимаю амбиции, стоящие за вашими целями. Кроме того, будьте уверены, я вас не разочарую. Я призываю вас посмотреть это видео до конца, чтобы стать свидетелем удивительных чудес. Держите свое сердце открытым для прощения, ибо сила моей любви может залечить даже самые глубокие раны. Что бы этот человек ни планировал или замышлял, не стоит менять свой характер. Ты любящая и добросердечная душа, обладающая моими качествами внутри себя, потому что ты моя. Я не хочу, чтобы вы отказывались от этих качеств. Увеличьте свою прощающую натуру, и вы покорите мое сердце. Итак, не бойтесь своих врагов, но будьте к ним бдительны. Теперь я оставлю вас со словами заверения. Повторяйте их, когда слышите их: «Господь, мой пастырь, я не буду нуждаться. Он укладывает меня на зеленых пастбищах, Он ведет меня к стоящим водам, Он восстанавливает мою душу. Он ведет меня стезями, праведными для имени Своего. Ради. Хотя я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они утешают меня. Я бесстрашен. Если вы верите в защиту Бога, поделитесь этим сообщением с 7 верными верующими из вашего списка контактов. Поделитесь этим прямо сейчас и вернитесь к этому сообщению еще раз, чтобы полностью получить благословение. Знайте, что вы получаете это послание о служении Господа, и Бог позволяет вам открыть свое сердце, чтобы простить людей, которые обидели вас. Он жаждет не только предложить вам духовные дары, которые укрепят вашу веру,
но и взаимно ободриться силой веры друг друга. Вы обладаете внутренней силой от Бога, чтобы преодолеть любое испытание, и никакой вред, направленный против вас, не увенчается успехом. У Бога невероятные планы на ваше будущее, превосходящие все, что вы видели, слышали или даже осмелились представить. Ожидайте светлого будущего, которое начинается. Господь, мы возвышаем голоса в благодарности за Твою благодать и милость. Мы признаем Твою неизменную любовь и бесчисленные благословения, которые Ты нам даровал. Мы дорожим Вашим присутствием в нашей жизни и не воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Вы источник всех возможностей, обеспечивающий наши потребности и защитник наших семей. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас еще до того, как мы узнали Тебя. Спасибо Тебе за безопасность наших близких и за удовлетворение всех наших потребностей. Ты действительно хороший Отец, и мы глубоко благодарны за Твое постоянное присутствие, обеспечение, руководство и защиту. Во имя Твоего Сына Иисуса Христа мы возносим эту молитву благодарности и любви. Аминь. Мы терпеливо ждали Господа, и Он склонился к нам и услышал наш крик. Мы признаем, что Ты был с нами во всех испытаниях и победах. Ваше непоколебимое присутствие поддержало нас в трудные минуты. Мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал наши крики и ответил на наши молитвы. Ваша верность не знает границ. Мы понимаем, что бывают моменты, когда мы чувствуем усталость, разочарование и готовы сдаться. Но мы воодушевляемся знанием того, что Ты с нами, направляя нас сквозь жизненные бури. Ваше обещание никогда не покидать нас и не оставлять нас приносит нам утешение и силу. Господи, мы помним историю Петра, который после ночи тяжелого труда и бесплодных усилий стал свидетелем чудесного улова рыбы, когда он повиновался Твоему слову снова закинуть сеть. Нас воодушевила эта история, и мы готовы попробовать еще раз, непоколебимо веря Твоему слову. Мы понимаем, что ничего не происходит случайно, и признаем, что прочтение этого послания сегодня не случайно. У Вас есть послание для нас, послание надежды и ободрения. Мы верим в Твои обещания, зная, что, когда Ты говоришь, Ты исполняешь свое слово. Сегодня, Господь, мы решаем не сдаваться, потому что мы не одиноки в этой битве. У нас есть поддержка и гарантия Вашего непогрешимого слова. Имея Слово Божье в качестве своего основания, мы с уверенностью встречаем стоящие перед нами задачи, зная, что победа уже обеспечена. Мы признаем, что Твой выбор времени идеален, даже когда наше терпение иссякает и отчаяние угрожает поглотить нас. Мы цепляемся за уверенность в том, что Ты с нами на каждом этапе пути, организуя события согласно Твоему божественному плану. Двигаясь вперед по этому пути, мы придерживаемся веры в то, что результат нашей истории уже написан, история триумфа, чудес и обильных благословений. Мы верим, что Ты не покинул нас, но идешь рядом с нами в каждое мгновение. Господь, мы благодарим Тебя за напоминание о том, что даже в минуты наших сомнений Ты приближаешься к сокрушенным сердцам и спасаешь тех, кто сокрушен духом. Помоги нам быть друг к другу добрыми, сострадательными и прощающими, как Ты простил нас через Христа. Мы понимаем, что каждый раз, когда мы чувствуем себя отвергнутыми, Ты перенаправляешь нас на правильный путь. Мы выбираем сохранить веру, продолжать двигаться вперед и доверять Твоему божественному плану для нашей жизни.
В заключение, Господь, мы твердо верим в то, что грядут перемены, что Твои благословения, исцеления, чудеса, решения и божественное благоволение уже в пути. Мы не поддадимся отчаянию, ибо Ты Бог прорывов. Независимо от того, как долго мы боролись, мы знаем, что все скоро изменится. Мы говорим «Аминь» Твоим обещаниям и покоимся в уверенности, что Ты любишь нас и у Тебя есть план для нашей жизни. Мы возносим эту молитву во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Аминь. Послушай, у Бога есть специальное послание специально для вас. И оно заключается в том, чтобы открыть мир изобилия благодаря вашему творчеству и мудрости. Думайте об этом как о том, что Вселенная готовится исполнить ваши самые сокровенные желания. И эти цифры, 11 часов 11 минут, они подобны секретному коду, космическому постукиванию по плечу, призывающему вас обратить внимание. Если вы верите в Бога, поставьте палец вверх. В вашем будущем есть божественное предназначение, и оно открывает потрясающие возможности. Мы говорим о больших деньгах, хорошем здоровье и большом процветании, и все это под божественным зонтиком Бога. Бог говорит: «Эй, ты! Подключись к своему внутреннему духовному супергерою с помощью медитации и релаксации. Тебя ждут большие перемены, и твоя карьера вот-вот взлетит, как ракета. Ты станешь профессионалом в решении сложных сделок и придумывать гениальные идеи для роста. Бог впечатлен вашей суетой и хочет, чтобы вы похлопали себя по плечу. Ваш мозг скоро станет мысленной электростанцией, и вы будете создавать связи, которые потрясут ваш мир. Попрощайтесь с бессонной ночью и негатив, они ушли отсюда. Позитивные изменения разворачиваются прямо на ваших глазах. Так что наберитесь уверенности и примите эти новые вызовы с распростертыми объятиями. Мир готов принять вас, и это будет потрясающая поездка. У вас есть серьезные хорошие вибрации, призывающие к трансформации, и вы собираетесь нырнуть в бассейн удивительного. Бог говорит: воспользуйтесь этими возможностями и сделайте их реальными. Будьте готовы греться в сиянии величественной силы Бога и позвольте ей направить вас к усилению божественного руководства. Ваши достижения вот-вот вскружат головы во всем мире. Отправьтесь в поход в горы, промокните, наслаждайтесь захватывающими дух видами и насладитесь невероятными моментами. Ваше путешествие приведет к успеху, и вы пожнете сладкие награды. Помните, все эти фантастические дни и впечатления ждут только вас. Готовы заявить о них? Напишите: «Я готов к этому прямо сейчас». Но подождите, это еще не все. Бог обещает, что вас ждет множество восхитительных сюрпризов и добрых пожеланий. Вас признают за ваши удивительные качества. Но вот что серьезно, кто-то, кто вам действительно дорог, переживает трудные времена, имеет проблемы с психическим здоровьем и тяжелое бремя. Их подвели те, кому они доверяли, и им нужна ваша помощь. У вас есть сила поднять им настроение, помочь им избавиться от негативного влияния и заверить их, что светлые дни уже на подходе. Вы по-настоящему добрая и сострадательная душа, и Бог принимает во внимание ваши действия. Ваша самоотверженность прокладывает путь к большому счастью и успеху. Так что используйте те фантастические возможности, которые не за горами, и наслаждайтесь Божьей благосклонностью. Введите «Аминь», чтобы получить эти награды. И угадай что? Ваш ангел-хранитель тоже здесь, обещая жизнь, полную богатства и фантастическое будущее.
Ваше трудолюбие и талант не остались незамеченными. Вы поднимаетесь по лестнице успеха, и вас ждут новые испытания и достижения. Совершенство вот-вот расправит свои крылья во всех аспектах вашей жизни. С вашим ангельским гидом вы будете продолжать добиваться успеха во всем, что вы делаете. Ваша преданность делу, страсть к своей мечте и опыт окупится старицей. Ваш ангел – ваш личный распределитель счастья и удачи, и он вас поддержит. Ожидайте еще больше удивительных дней и будущего, которое поразит вас. Введите 11 и оставьте красное сердечко в разделе комментариев, чтобы принять все фантастические подарки, которые ждут вас. Дорогой Бог, в этот момент мы приближаемся к Тебе с сердцами, полными надежды и веры. Мы признаем Ваше постоянное присутствие в нашей жизни и верим в Вашу безусловную любовь к нам. Ты верный Бог, тот, кто соблюдает свои обещания и ведет нас на каждом этапе нашего пути. Псалом 139, 7-10. Куда мне идти от Твоего Духа? Куда мне сбежать от Твоего присутствия? Если я поднимусь на небеса, Ты будешь там. Если я застелю постель в глубине, Ты будешь там. Если я поднимусь на крыльях зари, если я остановлюсь на дальней стороне моря, даже там Твоя рука будет вести меня, Твоя правая рука будет держать меня крепко. Сегодня, Господь, мы хотим предложить Тебе наши мечты, желания и заботы. Мы признаем, что Вы обладаете совершенной мудростью и знаете подходящее время для всего. Мы просим укрепить терпение в ожидании благословений, которые Вы приготовили для нас. Как сказано в Экклезиасте 3:1, «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Точно так же, как Вы превратили разочаровывающую ночь Петра в изобилие чуда, мы просим Вас также изменить наши ситуации. Мы верим, что Вы способны изменить обстоятельства, свернуть горы и сделать невозможное возможным. Как сказал Иисус в Евангелии от Матфея 19 часов 26 минут, человеку это невозможно, а Богу все возможно. Даруй нам смелость попытаться еще раз и уверенность в том, что под Твоим руководством победа вполне достижима. Мы находим утешение в том, что Вы всегда с нами, поддерживаете и направляете нас по пути, который Вы для нас проложили. Исайя 41:10 успокаивает нас. «Итак, не бойтесь, ибо я с вами, не ужасайтесь, ибо я Бог ваш. Я укреплю вас и помогу вам, поддержу вас десницей моей праведной». Пусть наше путешествие послужит живым свидетельством Вашей милости и силы, вдохновляя окружающих доверять Вам. Пусть наша жизнь сияет добрыми делами, как сказано в Евангелии от Матфея 5 часов 16 минут, чтобы другие могли видеть и прославлять нашего Отца Небесного. Посреди неопределенности и проблем мы должны помнить, что Ты – Бог, творящий чудеса. Мы излагаем перед Вами наши желания и потребности, зная, что Вы внимательны к каждой детали. Помогите нам продолжать, зная, что с Вашей помощью мы достигнем наших целей. Иеремия 32:27 заявляет: «Я Господь, Бог всего человечества. Есть ли что-нибудь трудное для меня?» Во имя Иисуса мы молимся с благодарностью и уверенностью, зная, что Ты – Бог, который вовремя слышит наши молитвы и отвечает. Аминь. Бог делится ошеломляющим посланием: «Возлюбленный Сын». Сегодня день глубокого значения, поскольку наконец пришло подтверждение Вашего долгожданного чуда.
Пока ваша вера в меня остается непоколебимой, пожалуйста, не игнорируйте это сообщение, поскольку оно передает мои глубочайшие благословения для вашей жизни. Покажите свою поддержку, поставив лайк и подписавшись на этот канал. С незапамятных времен я всегда был рядом, наблюдая за каждым вашим шагом, сопереживая вашим трудностям и радуясь вашим победам. Каждое испытание, с которым вы столкнулись, каждая слеза, которую вы пролили, и каждая сияющая улыбка, украсившая ваше лицо, не ускользнули от моего внимания. Выразите свою благодарность, прислушавшись к моему голосу, подчинив свою волю моей и следуя по пути, который я проложил. Встаньте на порог чего-то необыкновенного, с пылом в сердце и непоколебимой верой. Скажите в последний раз «Аминь», я верю этому. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы смиренно приближаемся к Твоему престолу со смирением и непоколебимой верой. Мы признаем Тебя Богом всех возможностей и искренне молим Тебя об исцелении во всех аспектах нашей жизни. Пусть ваша восстанавливающая сила течет, как могучая река, стирая все следы болезней, зла и слабости. Мы заявляем, что каждая цепь болезней разорвана, и здоровье воскресает во имя Иисуса. Далее мы умоляем вас о процветании, не просто о материальном богатстве, а о процветании, которое пронизывает все измерения нашего существования. Распахните двери возможностей, которые не сможет закрыть никакая человеческая сила. Пусть ваше изобилие нисходит в нашу жизнь, чтобы мы могли стать каналами благословений для других. Мы отбрасываем дефицит и ограничения, принимая процветание, которое исходит от вас. Господи, даруй нам мир Твой, мир, превосходящий всякое понимание. Пусть Твоя любовь свяжет нас вместе, а Твоя мудрость направит наши шаги. Изгоните раздор и непонимание, наполнив наши дома любовью, радостью и взаимным уважением. С этого момента мы заявляем, что мы исцелены, процветаем и благословлены не по нашим заслугам, а по Вашей безграничной милости и милости. Мы претендуем на эти благословения во имя могучего Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Мы получаем это, мы верим этому, и наше сердце переполняется благодарностью. Мой дорогой друг, твои слезы пролиты не напрасно. Вы не одиноки в этом путешествии. Бог никогда не отводит от вас своего взгляда. Он знает каждую замысловатую деталь вашей жизни и в этот самый момент шепчет вашему сердцу. Ваша вера коснулась Божественного, и этот момент был тщательно разработан специально для вас. Вы любимы, ценны и исключительно ценны для Бога. Он жаждет благословить вас. Блаженны миротворцы, ибо они назовутся сынами Божиими. Матфея 5:9. Все это я говорил вам, пока еще с вами. Но Утешитель, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я сказал вам. Им. 14:25-27. Мир. Отсрочка. Мой грузовик может вместить и вас, и ваш багаж. Просто расслабьтесь, тоже протягивая руку, готовую провести вас через все, если вы чувствуете эту связь, тот зов, который исходит из глубины вашей души. Напишите 11:11. Теперь покажите миру свою веру, объявите о своей победе и подготовьтесь, потому что лучшее еще впереди. Вы когда-нибудь чувствовали неконтролируемое желание встать и взывать о большем добре? У меня есть кое-что взрывное, чем хочу поделиться. Я уже говорил вам о чудесной надежде, которую предлагает Бог, о том, что Он всегда рядом с вами, готовый вести вас на каждом этапе пути.
Но это не все. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Ваш Бог больше, чем любая трудность, с которой вы можете столкнуться. Тот, кто сдвигает горы, кто разделяет море с тобой. И если вы чувствуете эту энергию, этот холод, поднимающийся по вашей спине, это доказательство того, что он действует сейчас. И если вы думаете, что вот-вот станете свидетелем великой трансформации в своей жизни, громко и ясно крикните 777. Я хочу увидеть эту энергию. Но подождите, мы еще не закончили. Будьте уверены, даже в минуты тишины, когда кажется, что ничего не происходит, Бог готовит для вас что-то великое. Он не спит, не отдыхает, когда дело касается Его детей. Поверьте, Он работает для вас вдвойне усерднее. Вы можете подумать: я сталкиваюсь с трудностями, я переживаю бури. И я говорю вам, Бог с вами в бурю. Он – твое убежище, твоя скала. Благословения, которые придут после бури, оправдают каждую каплю дождя, каждый сильный ветер. И когда буря пройдет, а она пройдет, вы оглянетесь назад и скажете: «Я победил, потому что Он был со мной». Так что не останавливайтесь на этом, оставайтесь твердыми, продолжайте верить, продолжайте провозглашать Слово Божие в своей жизни. Помните, после бури приходит радуга, и какую радугу приготовил для вас Бог. Оставайся с нами, не уходи. Путешествие только начинается, и я уверяю вас, что вы не захотите пропустить то, что вас ждет. На горизонте что-то великое, и вы – фундаментальная часть этого божественного плана. И если вы чувствуете, что сегодняшнее слово обращено прямо к вашему сердцу, и если вы верите, что грядут великие перемены, я призываю вас написать 555. Теперь покажите миру свою веру, объявите о своей победе и подготовьтесь, потому что лучшее еще впереди. А если будет больше, Бог не устанет, и мы не устанем безоговорочно провозглашать Его доброту и Его любовь. В послании к Римлянам 6, 5-14 говорится: «Ибо если мы соединились с Ним в смерти, подобно Его, то непременно соединимся с Ним и в воскресении, подобном Его». Мы знаем, что наше прежнее «я» было распято с Ним для того, чтобы тело греха может быть обращено в ничто, чтобы мы больше не были рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. А если мы умерли со Христом, то веруем, что и будем жить с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, никогда больше не умрет, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо смертью, которой Он умер для греха раз навсегда, а жизнью, которой Он живет для Бога. Так и вы также должны считать себя мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе Иисусе. Итак, не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле, чтобы заставить вас повиноваться его страстям. Не представляйте члены ваши греху как орудие неправды, но представьте себя Богу как переведенные из смерти в жизнь, и члены ваши Богу как орудие праведности. Ибо грех не будет иметь над вами власти, потому что вы не под законом, а под благодатью. Дорогие мои дети, шлю вам самый горячий привет и окружаю вас безграничным миром Господа нашего Иисуса Христа, который я желаю обитать в ваших сердцах в эту самую минуту. Святой Дух говорит через вас сегодня, и я уже некоторое время делюсь с вами этими словами. Почему же тогда вы позволяете сомнению овладеть вашим сердцем? Я понимаю настойчивость, с которой многие из вас молились и искали ответы. Вы преклонили колени перед Отцом, взывая: «Мне нужно это сейчас, Господь. Я не могу вынести еще один день, еще один час, еще одну минуту».
Я понимаю боль и отчаяние, которые поднимаются из глубин ваших душ. И все же сегодня я хочу поделиться с вами чем-то необычным. Бог услышал ваши молитвы. Я уверен в этом, потому что Он помог мне передать вам это послание именно в этот момент. Если вы чувствуете в своем сердце объятие небесной благодати, мы передаем эти слова утешения в священных стихах от Матфея 11, 28-30. Иисус протягивает нам свои божественные объятия, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Для тех, кто ищет общения с Божественным, для тех, кто жаждет спокойствия в своем сердце и разуме, знайте, что оно обретается через детскую веру в Иисуса Христа. Как сказано в Псалме 34:8, «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, надеющийся на Него». Какая прекрасная возможность получить образование у Царя Царей! Те, кто обратится ко Христу, найдут утешение для своего сердца и исцеление для своей души, как сказано в 1 Петра 5:7, «Возложите на Него все ваши заботы, все ваши тревоги, все ваши заботы и все ваши заботы раз и навсегда. Ибо Он заботится о тебе с глубочайшей любовью и очень внимательно за тобой наблюдает». Акт отливки – мощный символ. Петр не просто предлагал возложить на него ваше бремя, скорее, это подчеркивает важность дистанцирования от этого тяжелого бремени. Жизненные испытания и невзгоды могут давить на вас настолько тяжело, что потребуются целенаправленные усилия, чтобы отдать их Иисусу. Рассмотрим такую притчу. Представьте себе мужчину и его любимую жену, едущих по проселочной дороге на своем грузовике и случайно наталкивающихся на девушку, отягощенную тяжелым грузом. Они протягивают ей руку, предлагая подвезти ее, и она с радостью соглашается. Однако, к их удивлению, она продолжает сжимать свой громоздкий багаж, хотя сейчас сидит в машине. Мужчина умоляет ее: «Дорогая леди, освободите свое бремя и найдите отсрочку. Мой грузовик может перевозить и вас, и ваш багаж. Просто расслабьтесь». Также прямо сейчас помните, что Бог никогда не оставит вас. В любой сложной ситуации Он всегда с вами, оказывая непоколебимую поддержку и защиту. Независимо от обстоятельств, в которых вы находитесь, будьте уверены, что вы окружены присутствием Бога. Я призываю людей взять на себя ответственность за свое психическое благополучие. Каждое утро, просыпаясь, подтверждайте себе, что день будет замечательным, что вы с нетерпением ждете будущего и что вас окружают защитные объятия Бога. Такие позитивные заявления могут укрепить ваш дух и дать новое чувство энергии. Верьте в силу Божию и подумайте о том, чтобы поделиться этим видео в своих группах WhatsApp. Знайте, что вами не только восхищаются, но и вам повезло во всех аспектах вашей жизни. Никакое оружие, созданное против вас, не сможет победить, поскольку любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь, являются лишь временными. Сохраняйте мужество и доверие к Богу, поскольку Господь рядом с вами в каждой битве. Теперь я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в этой мощной молитве. Молитесь в звуке моего голоса. Давайте начнем. Небесный Отец, я смиренно предстаю перед Твоим божественным присутствием, признавая огромную любовь и благодать, которые Ты постоянно даруешь мне.
Мое сердце наполнено благодарностью за вашу непоколебимую заботу и защиту, и я осознаю значение послания, которое вы передали на моем жизненном пути. Господь, я молюсь перед Твоей мудростью и любовью, ища Твоего руководства, силы и расширения возможностей, когда я сталкиваюсь с предстоящими проблемами. Откровение, которым Ты поделился, осветило путь, который требует моего внимания, и я вверяю себя Твоему божественному водительству. Я поднимаю перед Тобой человека, находившегося недалеко от моего дома, когда-то близкого и любимого друга, который теперь носит шрамы и вынашивает намерения, представляющие угрозу. Умоляю Тебя, Господи, о Твоем божественном вмешательстве в эту ситуацию. Даруй мне мудрость, чтобы перемещаться по этой деликатной местности с изяществом, состраданием и открытым сердцем. Позвольте мне идти по стопам Твоего божественного примера, понимая, что месть – это не тот путь, по которому Ты хочешь, чтобы я следовал. С непоколебимой верой я доверяю Тебе, моему пастырю, что Ты проведешь меня через долину неопределенности и опасностей. Ты мое убежище, мой защитник и мой вездесущий источник силы. Я молюсь о Твоих защитных объятиях и божественном решении. Да будет тронуто сердце того, кто таит обиду, смягчится его дух и преобразятся его вредные намерения. Господь, я ищу Твоего божественного руководства и дара проницательности, ибо Ты один видишь глубины каждого сердца. Даруй мне силу и стойкость действовать мудро, защищая себя и тех, кто мне дорог, и одновременно продвигая путь примирения и исцеления. Позвольте Твоей бесконечной мудрости и состраданию руководить моими действиями, напоминая мне, что прощение – мощный инструмент для залечивания самых глубоких ран. В трудные времена мы находим прибежище в силе и ищем утешения в присутствии нашего Небесного Отца. Он является постоянным источником помощи и поддержки, придавая нам смелости противостоять любым трудностям, которые встречаются на нашем пути. Даже если мир вокруг нас рухнет и горы упадут в море, нам не нужно бояться. Бушующие воды могут шуметь и пениться, и дрожащие горы могут вздуваться, но среди всего этого есть река, приносящая радость граду Божию, святому жилищу Всевышнего. В этой безопасной гавани нас не поколеблют. Дорогой друг, наш Небесный Отец открыл для нас невероятные планы в Своем любящем послании из Иеремии 29:11. Он призывает нас решительно идти вперед, зная, что у Него есть сила изменить нашу жизнь. Как Его возлюбленные дети, мы приближаемся к Нему, ища Его водительства и водительства. Вместе с теми, кто нас любит, мы верим, что величия можно достичь. С позитивным настроем мы поднимаемся, понимая, что Бог понимает наши нужды и может сформировать нас по своему образу. Его благодать поддерживает нас и позволяет нам преодолевать любые ограничения, которые нас сдерживают. Когда мы взываем к Нему, мы верим, что Его могучая рука вмешается в нашу пользу. Бог работает, изменяя земной мир, но Он подчеркивает, что Он именно там, где Ему нужно быть, и значительное благословение уже на пути к нам. Давайте заявим об этом с громким «да». Наша ситуация меняется, и проблемы, с которыми мы столкнулись, станут частью нашего замечательного свидетельства. Будьте готовы к невероятным переменам в вашей жизни. Бог собирается даровать вам новое начало, так что требуйте этого и примите его с твердым «да». Очень скоро у вас будет все, что вы желаете, и жизнь вашей мечты станет вашей реальностью. Скажите «да», чтобы получить эти благословения. Поздравляем! Ваша засуха закончилась, и вы скоро будете осыпаны множеством благословений.
Исцеление, позитивные изменения, любовь, новые возможности и благосклонность уже на пути к вам. Скажите «да», чтобы подтвердить эту истину. Вы находитесь на пороге прорыва, и благословения, которые ждут вас на пути, превосходят ваше воображение. Продолжайте проявлять свою веру и говорите «да», если вы верите, что изобилие естественно для вас. Вы любите изобилие и заслуживаете его, и деньги текут к вам в огромных количествах. То, о чем вы горячо молились, вот-вот осуществится. Дни ощущения, будто ты почти здесь, подходят к концу. Ваши долгожданные обещания вот-вот исполнятся. Это всего лишь вопрос времени. Дух Господа объявляет, что дела идут полным ходом, и многие находятся на пороге сезона, наполненного исполнением своих желаний. Приготовьтесь и издайте громкое «Аллилуйя» в 11 часов 11 минут. Все вдруг встанет на свое место, и вы будете глубоко благодарны за то, что не потеряли надежду. Благословение уже в пути. Если вы готовы, скажите «да». Будьте непоколебимы в своей уверенности в Божьем плане, оставаясь стойкими, даже когда обстоятельства не соответствуют вашим ожиданиям. Если вам это резонирует, скажите «да». Приготовьтесь, жизнь вот-вот преподнесет вам обновление, которое изменит вашу жизнь. Претендуйте на это. Бог сигнализирует, что пришло время отдохнуть, поскольку завтра начинается новая неделя. Будьте уверены, что Он идет с вами, и все произойдет в свое время. Его любовь к вам непоколебима. В этот самый момент вы находитесь в процессе проявления партнера, который эмоционально, интеллектуально и сексуально совместим с вами. Если вы подтвердите это, скажите «да». Бог провозглашает: «Я творю все новое». Вы любимы в Его глазах и занимаете особое место в Его сердце. Все гармонично работают на ваше благо. Он не забыл тебя. Сохраняйте непоколебимую веру в Его план, пока он не осуществится. Не зацикливайтесь на том, как и когда, просто верьте, позвольте этому течь. Если вы благодарны за это, скажите «да». Дорогой Божией, направь меня на пути Твои, обнови мое сердце и позволь Твоему Слову обильно обитать во мне. Помоги мне быть сострадательным, добрым, смиренным, нежным и терпеливым. Пусть Твоя любовь и мир правят в моем сердце. Помните, ваша нынешняя ситуация не является вашим конечным пунктом назначения. У Бога на вас большие планы. Доверьтесь Его плану. Пусть знаки и дальше ведут вас в правильном направлении. Верьте в силу веры. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе в молитве, благодарные за дар этого нового дня. Спасибо, что разбудили нас этим утром и даровали нам свои обещания. Мы признаем безграничные возможности и потенциал, который таит в себе этот день. Мы смиренно просим Вас идти впереди нас, руководя, направляя наши шаги в течение этого дня. Поместите на наш путь людей, с которыми мы можем поделиться Вашей безграничной любовью, и дайте нам возможность нести надежду тем, кто в ней нуждается. Пока мы ищем Вашей надежды, пусть Ваша божественная воля исполнится в нашей жизни сегодня. Помоги нам, дорогой Господь, взять под контроль свои мысли, улавливая любой негатив и сосредотачиваясь на возвышающих, чистых и ободряющих вещах. Мы молимся о ясности ума и рассеивании любых облаков печали, горя, негатива, беспокойства, страха или депрессии, которые могут угрожать омрачить наш день.
Даруй нам возможность увидеть Тебя выше любых проблем, с которыми мы можем столкнуться. Напомните нам о Вашем безупречном послужном списке, когда Вы помогали нам пройти все испытания, с которыми мы сталкивались. Мы верим, что Вы добросовестно завершите дело, начатое в каждом из нас. Помогите нам воспитать чувство благодарности и сохранить непоколебимую веру в Ваш план. Ты податель жизни, целитель сердец и искупитель всего. В моменты разочарования, подавленности или поражения напоминайте нам о своей верности. Мы благодарны за Вашу любовь и руководство. Пусть знамения и дальше ведут нас в правильном направлении, и пусть мы верим в силу веры. Доверяя Вашему плану, мы благодарим Вас за Ваше присутствие в нашей жизни. Аминь. Признавая преимущество сосредоточения внимания на том, что правильно, а не на том, что неправильно, мы понимаем, что это положительно влияет на нас физически, эмоционально, умственно и духовно. Мы стремимся осветить наш путь Вашим божественным светом, особенно среди наших напряженных дней. Помоги нам найти моменты, чтобы оценить красоту Твоего творения и знаки Твоей близости, Господь. Пусть мы никогда не потеряем чувство юмора и удивления и будем ценить каждый момент как дар. Пусть мы будем источником радости и вдохновения для окружающих, принося улыбки на лица других. Даруй нам мудрость находить радость в нашем путешествии и оставаться открытыми для уроков и откровений, которые Ты приготовил для нас. Мы выражаем Тебе нашу благодарность, Господь, за все, что Ты сделал, все, что Ты сделаешь, и все, чему мы учимся через Тебя. С сердцами, полными любви и благодарности, мы возносим эту молитву во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, послушайте эту историю, если вы чувствуете себя подавленным. Амелия всегда была человеком глубокой веры, верившим в силу молитвы и руководства высшей силы. Каждое утро она начинала свой день с произнесения утверждений, которые связывали ее с Богом и давали ей силы противостоять жизненным трудностям. Амелия пережила борьбу, трудности и моменты, когда чувствовала себя потерянной в хаосе мира. Однако непоколебимая вера в Бога поддерживала ее на протяжении всего этого. Амелия видела жизнь как пазл, где каждая деталь встает на свое место, приближая ее к предназначенным ей божественным благословениям. Произнося свои аффирмации, она почувствовала, как ее охватило чувство спокойствия и уверенности. Слова Иисуса «Я есть путь, истина и жизнь» нашли отклик глубоко внутри нее, напоминая ей, что она находится на правильном пути, наполненном истиной и жизнью. Ее утверждения побудили Амелию поверить в Бога, расслабиться и осознать, что все происходит ради нее. Она верила в силу позитива и проявления, сосредотачиваясь на привлечении желаний своего сердца, таких как финансовые благословения, любовь и улучшение здоровья. Ее внимание привлекло одно утверждение, обещавшее финансовые благословения в течение месяца. Наполненная надеждой, она выразила благодарность за это обещание. Путь веры был не без трудностей, и временами Амелия уставала, задаваясь вопросом, на правильном ли она пути. Однако она помнила слова Иисуса «Все возможно с Богом» и черпала в них силу. Утверждения заверили ее, что Бог восстановит то, что она потеряла, пошлет ангелов, чтобы они позаботились о ее долгах и счетах, и защитит ее семью от вреда. Поскольку Бог был ее защитником, у нее не было причин бояться. Амелия почувствовала теплоту в сердце, когда выразила согласие с этими обещаниями. Она знала, что ее вера – ее самое большое достоинство, и была готова подвергнуть ее испытанию.
Последнее утверждение напомнило ей, что нужно быть терпеливой, доверять божественному плану и верить в идеальное время, выбранное Богом. Она понимала, что сложные ситуации должны привести ее к чему-то большему. Читая заключительную молитву, Амелия почувствовала глубокое чувство покоя. Она знала, что находится в руках любящего и заботливого Бога, который слушал ее молитвы и направлял ее в ее путешествие. С сердечным «Аминь» она прошептала: «Я люблю тебя, Иисус». Амелия осознала, что ее вера была источником силы и надежды, защищала ее от жизненных проблем и проливала свет в самые темные времена. Обладая непоколебимой верой в Бога, она была готова встретить все, что ожидало ее на пути, зная, что она никогда не будет одна. Божьи слова эхом отдавались в глубине ее души, обеспечивая утешение и руководство среди жизненных испытаний. Каждое утро Амелия превращала свои заботы в поклонение, понимая, что, сдавшись, она обретет благословение в неожиданных местах. Она признала, что вчерашние трудности стали ценными уроками, которые помогли ей стать той, кем она является сегодня. Сегодняшний день действительно был благословением, новой возможностью, которую можно беречь и максимально использовать с надеждой на лучшее будущее. Она знала, что то, о чем она горячо молилась, уже в пути. Вера была неотъемлемой частью жизни Амелии, и она твердо придерживалась своего убеждения. Она признала, что обстоятельства ее жизни никогда не застигали Бога врасплох, и верила в Его грандиозные планы на ее жизнь. Она нашла утешение в Его непоколебимой поддержке. В моменты замешательства, усталости или душевной боли она обращалась к молитве, ища защиты, ясности, исцеления и силы. Амелия исповедовала свою веру, заявив, что Божья благосклонность сделала ее благословенной, прощенной и свободной. Она понимала, что сравнивать себя с другими бесполезно, поскольку она стремилась быть лучшей версией себя, а не кого-то другого. Любовь струилась из сердца Амелии, и она подтвердила свою любовь к Создателю громким «Аминь». Ее молитвы распространялись на исцеление и поиск божественного вмешательства, чтобы исправить ее тело и дух. Она признала Бога своей силой, постоянным присутствием в ее жизни, несмотря ни на что. Амелия знала, что может рассчитывать на Него. Священные Писания были для Амелии якорем, дающим руководство и вдохновение. Они напомнили ей о Божьих обещаниях и Его непоколебимой любви. Она нашла утешение в том, что Бог верил в нее и имел план для ее жизни. Молитвы Амелии были простыми, но глубокими, выражая ее желание, чтобы Бог сжег за ней каждый мост, который мог бы соединить ее с тем, от чего Он уже избавил ее. Она хотела двигаться вперед, доверяя божественному водительству Бога. В моменты усталости или душевной боли Амелия обращалась к молитве, ища защиты, ясности, исцеления и силы. Она исповедовала свою веру, заявив, что Божья благодать сделала ее благословенной, прощенной и свободной. Амелия понимала, что сравнивать себя с другими бесполезно. Вместо этого она стремилась стать лучшей версией себя, приняв свой уникальный путь. Любовь струилась из сердца Амелии, и она подтвердила свою любовь к Создателю. Ее молитвы распространялись на исцеление, а она искала божественного вмешательства, чтобы исцелить ее тело и дух. Она признала Бога своей силой, постоянным присутствием в ее жизни. Амелия знала, что может рассчитывать на Него. Священные Писания служили для Амелии якорем, обеспечивая руководство и вдохновение. Они напомнили ей о Божьих обещаниях и Его непоколебимой любви.
Она нашла утешение в том, что Бог верил в нее и имел план для ее жизни. Молитвы Амелии были простыми, но глубокими, выражая ее желание, чтобы Бог сжег за ней каждый мост, который мог бы соединить ее с тем, от чего Он уже избавил ее. Она хотела двигаться вперед, доверяя божественному водительству Бога. Амелия и другие, подобные ей, признали, что Бог никогда не был застигнут врасплох их обстоятельствами. Они нашли силу и надежду в своей вере, зная, что никогда не будут одни в своем путешествии. В минуты смятения, усталости или душевной боли они обращались к молитве, ища утешения и божественного вмешательства. Они верили в силу молитвы и руководство высшей силы. Их непоколебимая вера в Бога укрепляла их дух, позволяя им смело и стойко преодолевать жизненные трудности. Идя своим индивидуальным путем, они понимали, что их борьба и невзгоды были ценными уроками, формирующими из них тех, кем им суждено быть. Они воспринимали каждый день как благословение и возможность расти. Их молитвы были наполнены благодарностью и любовью, подтверждая их глубокую связь с Создателем. Амелия и другие, подобные ей, находили утешение в том, что их молитвы были услышаны. Они доверяли Божьему идеальному выбору времени и божественному плану. Они верили, что то, о чем они горячо молились, уже в пути. С сердцами, полными веры, они отправились в путь, готовые встретиться лицом к лицу со всем, что их ждало впереди. Они знали, что с Богом на их стороне они смогут преодолеть любое препятствие и обрести покой среди хаоса. В глубине души они чувствовали присутствие Бога, ведущего их через жизненные испытания. Они нашли силу в отказе от своих тревог и страхов, зная, что их окружает Божья любовь и защита. Каждый день они превращали свои заботы в поклонение, находя утешение и благословение в неожиданных местах. Амелия и другие, подобные ей, понимали, что их вера является источником силы и надежды. Оно защищало их от жизненных проблем и служило маяком света в самые темные времена. С непоколебимой верой в Бога они отправились в свое путешествие, зная, что никогда не будут одиноки. Я прекрасно осознаю, что путешествую не один. Твое присутствие – мой постоянный спутник, и в тебе я нахожу утешение, смелость и непоколебимую веру. Через свет Твоей любви я черпаю силу, необходимую для противостояния невзгодам, и сострадание, необходимое для прощения. Пока я иду по этому непростому пути, пусть Твое божественное присутствие освещает путь передо мной, и пусть Твоя любовь излучается через меня как маяк надежды для всех, кто встречается на моем пути. Я отдаю свою жизнь, свою безопасность и свои заботы в Твои умелые руки, доверяя Твоему божественному плану и мудрости. Во имя Твоей любви я возношу эту молитву. Аминь. Теперь, пожалуйста, станьте свидетелем невероятной силы христиан и христианства, подумав о подписке на этот канал. Поступая так, вы останетесь на связи с Богом, и Его благословения будут преследовать вас вечно.